С конца прошлого года начата инвентаризация населения, которая проводится по всей республике, привлекая местных властей. О том, какая работа уже проведена в рамках выполнения парламентских рекомендаций, рассказывает директор регионального филиала «Газпрома». На сегодняшний день всего проинвентаризировано около 50 тысяч лицевых счетов, что от общего числа абонентов составляет 63%. 2016 год по базе абонентского учета по решению суда и предписаниям Стройжилнадзора Республики Ингушетия списана сумма более 120 миллионов рублей. За период с января по декабрь по обращению граждан проведены перерасчеты на сумму более 318 миллионов рублей. Газовой службой разработана и программа по обеспечению жителей республики приборами учета газа. Сейчас вовсю ведутся работы по оснащению счетчиками жителей сельских поселений Верхние, Средние и Нижние Очулки. Еще в 3 населенных пунктах Малгобекского района уже установлено 1683 прибора. Хочется сказать, что с учетом того, что этот проект тоже находится на особом контроле, надо уже начинать сейчас совместными усилиями проводить работу, связанную с информационно-разъяснительной формой работы с абонентом. Кроме того, в республике более 50 социально значимых объектов, которые не имеют никакой технической документации. И отключить их от газа нельзя, хотя долг уже превысил 50 миллионов рублей. Этот вопрос так и остается нерешенным. Также большие неудобства в работе газовой службы создает отсутствие в городах и сельских поселениях наименований улиц и нумерации домов. Открытым остается и вопрос сверки списков льготников, который не обновлялся уже с 2015 года. Разбаланс в республике достаточно большой, то есть в любом случае газ куда-то девается. Хорошо, мы можем сказать, что потребление жители не могут потребить, но опять же, если вы возьмете калькулятор и просто простым арифметическим действием умножите количество абонентов на средний показатель потребления газа в республике, вы поймете, что цифры абсолютно адекватные, да, то есть они равны друг другу. То есть газ просто так в воздух не исчезает. Он может, да, исчезать посредством потерь, но по факту весь газ остается в республике. Речь также зашла и об условиях безопасного поставления газа в дома. Селихов отметил, что до сих пор не выполнено переподключение абонентов к полиэтиленовым газопроводам, построенных по программе газификации районов новостроек республики 2011-2013 годов за счет средств самой компании. Также с техническими нарушениями построены в республике и уличные газопроводы, в связи с чем они не могут быть подключены к системе газораспределения. Вставляем новые вставки, когда там совсем уже газопровод в ненадлежащем состоянии находится. Но по факту мы видим, на некоторых улицах лежат новые газопроводы, которым там 3, 4, 5 лет. И они, которые построены без документации, без всего, по факту, говоря простыми словами, разрыли канаву, бросили трубу, закопали. Все. Все остальное вы понимаете. И, соответственно, мы не можем их начать эксплуатировать, потому что нет переподключений к ним. После подробного отчета у депутатов все же возникло немало вопросов к руководителю газовой службы. 318 перерасчет, 310 направлено материал. Огромная сумма. Все это недоброкачественная, неквалифицированная работа ваших сотрудников. В основном. Какую работу вы ведете по наказанию этих людей? Сильно останавливаться на кадровой политике нашей компании, но как минимум, чтобы вы просто понимали, я думаю, вчера уже главы администрации Малгобекского и Назрановского района, да, в том числе могут подтвердить о смене руководителей наших территориальных участков. Контролеры у нас, как минимум, наверное, человек 20 контролеров уже уволено. Как выполняются парламентские рекомендации правительством республики, депутатам рассказал первый зампред правительства Муслим Зейтов. Образована межведомственная рабочая группа. Проведено заседание межведомственной рабочей группы, на котором со всеми ответственными исполнителями согласован. 22 февраля главой Республики Ингушетия утвержден план работы по снижению задолженности за поставленные энергоресурсы и декоммунизации топлива энергетического комплекса. В том числе рекомендации Народного собрания в этом плане все учтены и включены. Первое – это мероприятия, направленные на ликвидацию задолженности за потребленные энергоресурсы, в том числе за газ. И мероприятия, направленные на декоммунизацию объектов топливно-энергетического комплекса.
Подвел итоги деятельности рабочей группы и координатор партийного проекта «Единороссов» «Газ на учет и контроль», в рамках которого специальная комиссия провела свое расследование и предлагает такие вот пути решения. Предлагается проект постановления Народного собрания внести пункт, обязывающий правительство Республики Ингушетия, глав муниципальных образований и газовую компанию провести обозначенную сверку. Кроме того, в проекте постановления Народного собрания нам необходимо предусмотреть пункт, рекомендующий правительству Республики Ингушетия и главам муниципальных образований принять меры по созданию в администрации электронных версий по хозяйственных книг с определением нескольких вариантов их хранения этих версий. Председатель парламента Зелимхан Евлоев отметил, эта встреча не последняя. Работа в направлении улучшения газовой ситуации в республике будет продолжена. А руководитель филиала «Газпрома» в свою очередь заверил собравшихся, что с их стороны они сделают все возможное, чтобы завоевать доверие своих абонентов. Федия Романкева, Хаваш Гоегов, Новости 24.